США удивительно религиозное общество, причем в процентном отношении количество населения, исповедующего радикальные религиозные взгляды, просто запредельно. Первые американские колонисты были религиозными фанатиками, и также фанатично они уничтожали дикарей. С 80-х годов ультраправые силы в Израиле начали строить альянс с американскими правыми, с теми, кого называют белые американские протестанты-евангелисты, ВАСП. Эти люди верят в буквальное истолкование Ветхого Завета, а именно в скорое пришествие Христа и всеобщее обращение в христианство. Перед Армагеддоном, считают они, у человечества простой выбор – поверить или погибнуть. Вашингтон, июль 2007-го. Это частное мероприятие собрало больше 5000 человек. Главная задача — сбор пожертвований. Главная тема — предстоящий конец света и война с Ираном. Среди гостей десятки близких к администрации Буша политиков. Например, сенатор Джо Либерман и экс-лидер республиканской партии в Конгрессе Том Дилей. Что привело вас сюда и насколько второе пришествие Христа влияет на вашу поддержку Израиля? О, очевидно, это то, для чего я живу. Надеюсь, это произойдет завтра. Поэтому мы должны быть вместе. Эта вера не шутка. Это огромный избирательный механизм, который привел Буша к власти. Как известно, в США на выборах президента голосует меньше 50% населения. И эта религиозная прослойка, крайне правые христиане, она, может быть, и составляет всего 13%, но зато каждый из них голосует. Каждый очень активен. Эти люди поддерживают не просто удар, а ядерный удар по Ирану, потому что это соответствует их религиозным верованиям. И поэтому я призываю нас всех немедленно рассмотреть возможность нанесения военного удара по Ирану. Они проповедуют войну против Ирака, Ирана, Сирии и даже Саудовской Аравии. А хотят они этого потому, что в последней битве в Армагеддоне, где они собираются сражаться с мусульманами, самые преданные христиане неожиданно вознесутся на небо. Это очень распространенный миф в США, что неожиданно все люди начнут возноситься на небо. Серьезно? Абсолютно. Во Флориде люди приклеивают к багажникам стикеры с надписью «Если я вознесусь, осторожней с моей машиной». Есть целая ассоциация пилотов американских авиалиний, которые верят, что вознесутся во время полета, и самолеты потеряют управление и упадут. Но это считается нормальным. Но ведь это звучит как полный бред. Это и есть бред. Когда говоришь с этими людьми, есть полное ощущение, что кто-то из нас наелся наркотиков. Но проблема в том, что их миллионы. Вы ожидаете конца света? Да, это вот-вот случится. Христиане будут сражаться с Антихристом. Вы уже готовы к вознесению? Да, конечно, я уже чемодан собрал. А можно тогда я заберу вашу машину? О да, пожалуйста, можете взять все, что у меня есть. На самом деле, это всего лишь одна из неожиданных сторон того, что в Америке называется политическим лоббизмом.